Хотел бы довести свою программу как кандидата в горсовет города Ухты. Значит, она основывается фактически на справедливости и отношениях, на опыте. Ну, к примеру, у нас налоги выплачиваются там, где идет налогообложение, в каждом регионе. У нас очень много предпринимателей, которые уходят из налогообложения города Ухты, переводятся в Москву, в Санкт-Петербург, в другие регионы. Значит, город недополучает эти налоги. Я лично сам предоставляю услуги связи по Республике Коми. В таких городах, вернее, в таких поселках, как Синдар, Зеленец, оказываю там услуги связи, но деньги остаются в Ухте. Хотя школам это необходимо, чтобы там деньги оставались. Поэтому очень важно в пункте, чтобы деньги оставались там, где предоставляются эти услуги. Второе. У нас так и происходит дальше неразбериха с ТБО. Это страшное дело. Мы уже с 2016 года работаем с этим ТБО, но не продвинулись никуда. Надо наводить порядок и достаточно жестко наводить порядок. Очищать город от этого мусора. Обучать людей, чтобы они могли использовать разные контейнеры. Но этих контейнеров тоже нету. У нас забираются деньги. Эти деньги неизвестно куда идут. Значит, мы не можем складировать мусор у нас на наши полигоны, потому что они фактически все забиты. То есть с этим делом надо очень сильно разбираться. Третье. У нас государство как-то ведет себя по отношению к нашим участникам боевых действий как-то неправильно, неоднозначно. Все-таки ребята проливали кровь, участвовали в каких-то техногенных катастрофах. Вначале им выплачивали, а потом все это дело забыли. Ну что же это такое? Надо дальше пробивать этот вопрос и приводить это все в норму. Одно из основных направлений – это, конечно, медицина. Никто не проводит эту работу. В поликлинику вы можете прийти, будете стоять очередями очень долго, потому что даже если какую-то технику мы можем купить, приобрести, деньги федеральная власть даст. Но где же найти нам медперсонал? Значит, медперсонал, за ним нужно следить, смотреть, отбирать, предлагать ему, чтобы они сюда приехали. А как? Значит, у нас есть жилой фонд городской. Надо предлагать так, чтобы каждому молодому медику, который проработает здесь 5 лет, переходила бы квартира. Тогда будет заинтересованность у людей, у молодых медиков оставаться у нас в городе. И тогда мы будем обслуживаться у врачей, а не то, что сегодня происходит. Сегодня у нас буквально недавно выступал наш губернатор, говорил с нашим президентом о том, чтобы обеспечить школьников питанием. Сколько об этом можно говорить? Я понимаю, что там Москва, там Питер, там какие-то большие города, где школы обеспечены. У нас в школах ничего нету. Кто будет контролировать это? Это будем контролировать мы, депутаты. Ну и, конечно, если нас выберут. Потому что мало того, что нет оснащения, мало того, что бардак в школах творится из-за того, что нету финансирования, не выделяется, еще и наши дети фактически не питаются, неправильно питаются. Когда-то у нас в Советском Союзе было прекрасное отношение. Я помню прекрасно наши булочки. Это же было так здорово, по 4 копейки булочка. Поэтому это очень важно. И как это делать? Естественно, вот все, что я сказал, это контроль. Постоянный контроль, постоянное обращение, постоянно заставлять работать. Чиновники всех рангов должны работать на благо города. А мы, депутаты, должны заставлять их. Спасибо.